Обама пережил, в общем-то, трудное время с точки зрения российско-американских отношений. И он проявил, я скажу, большую сдержанность в отношении России, которая вела себя и ведет по-прежнему достаточно агрессивно. И не только на Ближнем Востоке, в Сирии в частности, но и в других точках земного шара. Это решение Обамы. Я уверен, что с уходом его, а, собственно, уже вопрос этот просто дней, новый президент, судя по всему, склонен к установлению более дружественных отношений с Россией. И наверняка он проигнорирует вот многие вещи, которые Обама воспринимал очень близко к сердцу. Но даже сам факт, что Путин не пошел на соответствующую акцию, то есть изгнание американских дипломатов, это показатель того, что Обамы уже нет. А вот новый президент, он вполне возможно отменит эти санкции против России. Практически те же самые люди, вы не исключаете, могут вернуться обратно? Или такой практики не бывает, приезжают уже другие люди? Это вопрос будет частным порядком решаться. Может быть, некоторые вернутся, я не исключаю. А вот скажите, а как формируются вот эти списки дипломатических сотрудников, которых изгоняют из страны? Но определяются лица для изгнания из страны официально спецслужбами, то есть контрразведки. Она подготавливает материалы для руководства Белого дома, который принимает решения, и туда вставляет фамилии лиц, которые по тем или иным причинам либо слишком уже, как говорят, надоели своей бесконечной разведывательной деятельностью, но их еще не поймали, но надо от них избавляться. То есть есть такие люди, я знаком с такими людьми, и именно вот этот случай представляет возможность руководству страны при советах соответствующих спецслужб избавляться от неугодных лиц, в первую очередь для спецслужб. Они, кстати, могут быть для Соединенных Штатов и для президента страны совсем не такими плохими, но спецслужбы имеют свои представления о том, что хорошо и что плохо, и иногда вот эти наиболее раздражительные фигуры в разведывательном сообществе, они являются первыми, так сказать, если хотите, мишенями изгнания, первыми теми, кто страдает от этих политических разногласий. Олег Данилович, вот в прессе много писалось, показывали кадры двух российских дипломатических дач. Одна в Нью-Йорке, вторая здесь, недалеко, в Мэриленде, на побережье. И писалось о том, что эти дачи якобы могли использоваться в разведывательных целях. Эти дачи использовались российскими спецслужбами, но там не держали ничего такого, что могло бы дискредитировать эти дачи. В отличие от посольства и некоторых других учреждений, эти дачи были более уязвимы. И, конечно, американская контрразведка могла делать там что угодно. Поэтому, если они использовались, то только на каком-то времени определенном и во время пребывания там представителей спецслужб. А так там ничего не оставляли. В общем, трудно представить, что хакерские атаки как-то были связаны с этими дачами. Ну, хакерские атаки, если они проводились эпизодически, эти дачи могли использоваться. Но с точки зрения системной вот этой всей организации труда хакерского, это, конечно, делается с базовой позиции, то есть посольства. Вот на ваш взгляд, сейчас разведсообщество едино или есть разные точки зрения? Действительно, ссориться президенту не стоит с разведсообществом в Америке? Хотя разведсообщество воспринимает приход к власти нынешнего руководства страны довольно сдержанно, прямо скажем, а у меня есть связи здесь среди бывших сотрудников, и они, разумеется, поддерживают хорошие отношения с действующими сотрудниками американских спецслужб. Отношение в целом скептическое, потому что высказывание будущего президента, то есть, собственно, уже приступающих к делам через несколько недель, вот, они, в общем, вызывают у них беспокойство. Но в то же время в Соединенных Штатах я не помню случая, когда разведсообщество поднимало публичный голос против руководства страны. В стране президент избирается народом.
А спецслужбы назначаются президентом и другими высшими руководителями страны. Поэтому они, я думаю, в Америке спецслужбы знают свое место и будут сдерживаться в своих публичных высказываниях. Хотя вполне допускаю, что через средства массовой информации будут еще немало публикаций на этот счет, которые в какой-то мере будут дискредитировать возможные акции нового руководства страны в отношении не только России, но и других стран.